талантливого исполнителя, автора песен башкирской рок-группы «Дервиш-хан» Дима Маннана широко известна. Песни в исполнении Димы до сих пор любимы и востребованы, продолжая жить и звучать на радио, телеэфирах, в просторах интернета. За свою короткую жизнь Дим успел многое, оставив глубокий след, яркие воспоминания в сердцах людей. Вся его жизнь невероятной красоты и глубины песни. Yalanında bergen yanabız ses gelir yalan bergen gerekmey bergemde bergen min dahin kuka karahap yadan min yayıp Маннаном звали родного деда со стороны отца. Именно под этим творческим псевдонимом Дим Кулахметов стал известен башкирской публике. Он родился 7 декабря 1969 года в селе Комсомольск Учалинского района. Родители Рима и Ахтям Кулахметовы работали в совхозе Поляковский. Мама штукатуром-маляром, отец трактористом. Когда Дим учился в школе, какие-то малейшие намеки на несправедливость вызывали в нем бурю эмоций, вплоть до того, что он даже мог встать на уроке и просто запеть, не останавливаясь. И учитель вынужден был вызвать директора, чтобы как-то остановить вот это действие на уроке. Ну и когда приходил директор, Дим доказывал, что вот в данный момент была несправедливость в том-то или в том-то плане, и доказывал свою правоту. И вот в детях, особенно в Юлдаше, я вот это все вижу. И Зиля, дочь его старшая, тоже, я их прям так и называю, великие борцы за справедливость. Когда ему было лет 10, Дим один приехал в Ургуново к бабушке с дедушкой. Бабушка удивилась, как же так, говорит, ты один приехал. А дело в том, говорит, мы играли в футбол комсомольский и разбили окно. А обвинили меня, отец с матерью, говорит, меня отругали, хотя я был виноватым. То есть он приехал в Ургуново к дедушке с бабушкой, ища справедливость. В школе Дим учился хорошо, увлекался спортом, занимал призовые места на районных соревнованиях, всегда помогал родителям по хозяйству. Из-за тяжелой болезни его отец Ахтям Агай был вынужден уйти с работы. Чтобы как-то облегчить участь матери, трудившейся на нескольких работах, Дим очень рано познал тяжелый крестьянский труд. В каком классе, 4 ли, пошел пасти скот, да. Потом в каком классе, 6 что ли, его взяли помощником комбайнера. Почему взяли? Он все время находился в гараже, помогал шоферам, комбайнерам. Вот Иргали Мухаммад Агай взял его себе помощником комбайнера. Он и так, когда давали зерно совхозу для рабочих, он так обрадовался, привез зерно. Вот, мама, тебе это самое, мука, пшеница, первый мой заработок. Возможно, тогда на просторах родного края, у подножия горы гнездо Беркута, где паслось стадо юного пастуха, и зародилась любовь к песне, до самой глубины проникнув в юное сердце. Я знаю, что в детстве он
пережил такую трагедию, что он стал очень сильно заикаться. Испугавшись, у него было очень сильное заикание, и один доктор ему посоветовал петь. И тогда он летом выходил в поле, в горы. Учелинский район же очень красивый район. И вот там он очень громко декламировал стихи, пел песни. Подростком Дим потерял отца, к счастью, успевшего научить его многим премудростям и секретам мужских ремесел. После потери близкого человека отрадой сердцу стала музыка. Трудолюбие и работоспособность поражали окружающих. У нас комсомольские тоже музыкальные школы открывали. Ахнев ходил, вот брат, он кончил 5 лет учился на баяне играл. А Диму это не пришлось. Денег не было, я одна работала. Вот. И он взял сам откуда-то гитару достал, не знаю. На гитаре мы с ним вместе начинали учиться. У меня брат как бы вместе начинали аккорды изучать, вместе даже начинали, пытались ансамбль как бы создавать. Не создавать, а играть в ансамбле. По окончании школы он устраивается помощником комбайнера в советский колхоз Вургуново, а после женитьбы переезжает в село Илячево Хайбулинского района. Устраивается на работу в колхоз «Новый путь» пастухом, продолжает петь. Именно в Хайбулинском районе состоялась судьбоносная встреча Дима с лидером группы «Дервиш» Альбертом Габбасовым. Дим в состав пришел в 92 году уже, в январе. Это была такая холодная снежная зима. У нас группа была уже готова, музыкальная часть. Все отрепетировано, но не было вокалистов. Как бы до этого был Юлай Ацкаров. Но так получилось, что на тот момент не оказалось. И Альберт Габбасов говорит: ну есть у меня на примете один такой паренек, он там на концертах выступает, на районах. Давайте попробуем как бы его. Не то, что попробуем, берем его. Мы сели на вездеход. Невозможно было проехать по той погоде на простой машине. Там я первый раз увидел Диму. Мы его забрали и порепетировали дней 5, наверное. Он уже начал сочинять тексты на мелодию Альберта. И мы выехали на первые гастроли по Хайбульнскому району. Этот феномен еще стоит изучить. В конце 80-х, начале 90-х годов в башкирской глубинке в деревнях зарождался башкирский рок. Особенно это было заметно в Хайбулинском районе, где одна за другой создавались группы. Тогда в каждом сельском клубе был свой коллектив. Группа «Крик», впоследствии ставшая с легкой руки Марата Габбасова, отца Альберта Дервиша, отличалась от остальных оригинальной захватывающей манерой исполнения песен, причем собственного сочинения. После прихода в группу нового солиста Димы Кулахметова в феврале 1992 года ребята получают письмо из редакции газеты «Яшлык» с приглашением на рок-фестиваль «Урал-Мунго». Нужно было петь под фонограмму. У нас не было фонограммы, как бы даже не представляли, как можно как бы делать движение, петь, открывать рот на конкурсе под фонограмму. Поэтому, Альберт говорит: давайте организаторам фестиваля выступим просто в перерывах или в конце, просто как гости. Мы выступили, а жюри, оказалось, не ушло, послушало нас, выслушало и вынесло свой вердикт. Ребята поначалу были ошарашены. Слово «гран-при» они услышали впервые и не сразу поняли, что они победители. С подарком жюри и маленьким магнитофоном тихо уехали в Хайбулинский район. У каждого из них в этот момент в душе поселилась надежда на необходимость перемен в жизни. После Урал-Мунго мы уже решили, что переедем в Уфу. Здесь скитались по общежитиям, то там, то сям, пока увидели еще один конкурс, намечается «Восходящие звезды», там уже русскоязычный конкурс. Мы участвовали в нем, единственная башкирская группа была, мы выиграли его тоже. Да, гран-при, это всероссийский конкурс был.
С первого, значит, знакомства эти ребята, вот они не могли не подкупать своей вот этой харизмой, своим талантом. Вот. И вот это явление интересное, башкирский рок, оно, в общем-то, неповторимое было явление в 90-х годах. Вот, и потом, к сожалению, потом к нулевым годам затухшее. Вначале Дим сомневался, ведь в Вилячево у него была семья, 3 детей, работа в колхозе. Нужно ли менять уклад сельской жизни на сомнительное существование в городе? На дворе начало 90-х, эпоха тотального дефицита и безденежья. Желание творить село вверх. В 95-м Дим Маннан уже твердо решила осесть в Уфе. Несмотря на проблемы с жильем и финансами, дервиши продолжали творить и радовать поклонников новыми шедеврами. Да, мне как студенту и студенческой семье дали комнату в общежитии, 12 квадратов, и вот все штабелями, вся группа наша спала в одной комнате на полу. Здесь ребенок, и жена, здесь вся группа инструментов под кроватью. Вот так вот мы жили. Был 95-й год, был очередной съезд и форум тюркской молодежи, куда съезжалась тюркская молодежь со всего мира. Это несколько стран, там больше 40, по-моему, делегаций. Вот. Мы, башкирская делегация, всегда старались брать с собой туда не только наиболее политически подкованных, грамотных ребят, но и чтобы показать свою культуру. Я предложил, чтобы туда поехал Дервиш в полном составе. Вот. Но они, конечно, там произвели фурор. Как нам турки говорили, ни одного другого народа больше нет таких музыкантов, как Дервиш. То есть их песню «Зульфия», которую они там исполнили, потом на следующий день напевал весь лагерь. В 1992 году, после победы на 2 конкурсах, музыкантов пригласили на башкирское телевидение для участия в молодежной программе «Эхо». Получилось так, что я тогда понятия не было, менеджера там, да, или продюсера. Фактически на телевидении я старался, в общем-то, продвигать творчество этой группы в наших программах. Вот мы в хит-параде программ «Эхо» тоже делали первые, опыты, такие, может быть, даже несколько доморощенные, вот эти клипы музыкальные на музыку их хитов, да, известных. Потом записали первый концерт. А я помню концерты, когда мы самый первый раз организовались, вот там было интересно. Помнишь, да, Дим? Как раз я пел, и Дим подпевал так, украдкой подходил. У меня там партия была. Партия, он должен быть, кукать, в общем, у-у. Он так выл, как волк. И сбоку это было надо наблюдать, но это невозможно было. Он, в общем, посмотрел на меня и
и начал смеяться. Я думаю, что он Концерт смеется? идет. Концерт идет, да, там. Зрители там смотрят на нас, думают, что такое. И начали вместе с нами смеяться. Думают, что это все это поставлено А дело. еще было так, он танцевал, в общем-то, ну, любитель танцевать, он говорит, ой, я лежу в кровати, как-то смотрю, как он ну, занимается, учит движение, Ну, народный танец, танцевать, народный танец. Я смеюсь, я говорю, ты что, собираешься выходить с этим танцем, что ли? Он говорит, ты увидишь на сцене круто. Ладно, я говорю, посмотрю. И знаешь, концерт. Сейчас начало концерта, значит, мой номер подходит, я должен вот этот танец свой поставить для Мы, этих естественно, наблюдаем, зрителей. ждем Да, это, там думаем, все баянист вышел, клево будет. наш бас-гитарист баян взял, так начал играть вступление, и, значит, ход пошел, песня пошла, а мне мелодия пошла, и, значит, моя партия, значит, я выхожу, делаю круг один, ну, естественно, с башкирским движением каким-то там, делаю круг, И все. выхожу к зрителям там, и все, и забыл все движения, короче, тормознул так. И начал танцевать, как обычно, на гулянках танцуют же так. Но это видеть надо, Ну, так не передашь. Стиль исполнения группы «Дервиш» был близок к народному песенному творчеству, наследию сесенов, поскольку башкирский рок был не только выражением протеста, но и импровизацией духа свободы. Творческий тандем друзей, двух самородков из глубинки, Димы и Альберта, создавал песни, впоследствии ставшие классикой этого направления. По Диму можно было видеть, что это очень глубокий человек. По текстам его песен, то есть сначала это были какие-то очень простые песни, на, скажем, больше там такая там, любовная, что ли, лирика, да, там красота девушек, красота природы и так далее. Но потом пошли уже тексты уже другого плана, уже зрелый Дима, это, в общем-то, уже, можно сказать, как башкирский сесен, и тексты его уже имели вот такое глубокое философское и социальное наполнение. Биография и мысли Димы Маннана в его стихах. Сущность поэта – это оголенный нерв. Сердце странника, ищущего правду жизни и умудренного опытом дервиша, занято думами о будущем родного края. Стихи рождались спонтанно, внезапно, наболевшее выплескивалось в песнях. Да, взлет их, пик прям их такой творческой карьеры, это 90-е годы, начало 90-х. Это, конечно, были очень сложные в финансовом плане времена, но в творческом плане это были очень богатые годы, и в плане творчества очень много песен было создано. И я думаю, даже если проследить хронологию всех песен, каждая песня, наверное, отражает именно их настроение, их мысли именно на тот момент. Если в какой-то период рождались такие песни, как «Буреляр», «Ах, туман», это такие глубокие философские песни, опять-таки полные борьбы, полные мысли о несправедливости. В какой-то период были песни «Эх, ауал», «Зульфия», такие веселые песни. А потом уже ближе к 2000-м годам стали появляться песни «Изгелек», уже с таким уже зрелым мышлением. В начале 2000-х выступления группы стали реже. Семьи, дети. Творчество не приносило доход, поэтому и новых песен теперь уже у несколько сменивших название группы «Дервиш-хан» было с каждым годом меньше. Участники группы ушли в бизнес. У Димы тоже было несколько попыток. Безуспешных, но в 2002 году вместе с женой Альбиной они придумали личный бизнес-проект по снабжению торговых точек горячим питанием. Успешным оказался его дебют на сцене Национального молодежного театра. Режиссер-постановщик половецкой мистерии Азат Надыргулов изначально увидел в роли Акмуллы Диму Маннана и пригласил его в спектакль. Вот тогда и преподал он всем нам уроки мастерского, искреннего отношения к работе, подстегнув к этому и всю труппу, считает Азат Ахмадулович. Каждый раз перед выходом на сцену Дим долго настраивался, как бы вживаясь сердцем в эпоху и в сущность своего героя. Когда он был песню Акмуллы пел, на слова Акмуллы, это было настолько потрясающе. Автор песни Ришат Сагитов, мелодия достаточно простая, но так, как он исполнял, в общем-то, я ходил на спектакль посмотреть именно вот этот момент, когда Димыч выходил, и даже пел под фонограмму, но это было очень
во мне вызывало какой-то особый отклик. Сомневался, конечно, но предложил режиссеру, а можно я на сцене вместо стихотворения Акмуллы прочитаю свои стихотворения. И предложил свои стихотворения режиссеру. Ну, возможно, были обсуждения, и уже на премьере я увидела, что звучат со сцены именно его стихотворения, которые по духу близки к стихотворениям Акмуллы, в которых звучит тот же самый призыв, посыл, рух. Дим снялся в небольших ролях в 2 фильмах режиссера Булата Юсупова. К сожалению, песня, записанная в студии для фильма «Долгое-долгое детство», оказалась последней среди великолепных творческих работ Маннана. С этой песней вся съемочная группа просыпалась, с этой песней мы шли на съемочную группу, и я очень рад, что смог каким-то образом его привлечь и в исполнительской части для кино. Очень часто мы с ним потом говорили об этой песне, и он прям рассказывал мне, что вот ему сон снился, что там было в одном из дублей, он немного неправильно концовку сделал песни. И я его сказал: Дима, не переживай, мы выбрали ту концовку, которую надо. И буквально через 3-4 дня его не стало. Язмыштан булмаха удмыштан. 22 апреля 2005 года жизнь Димы Маннана внезапно оборвалась. Ему было всего 35. Короткая, но удивительно яркая, нелегкая жизнь с падениями и взлетами, поисками истинного предназначения. Невзгоды и испытания, душевные потрясения только ускорили процесс его духовного роста. Как говорят близкие, эта внутренняя работа, поиск самого себя была в его сердце всегда. Дим был одним из первых, кто пришел в религию в середине 90-х, тогда, когда еще мало кто жил по канонам ислама. Познав истину, Дим ненавязчиво, своим примером, через стихи и песни привлекал и слушателей к размышлениям о правильности пути. Для него было очень важно, чтобы именно он своим примером показал людям и привел людей в ислам. И даже вот последний вечер своей жизни он посвятил 2 таким стихиям, которые были для него близки. Это, конечно же, вера и музыка. И вот последний вечер в своей жизни к нему пришел его друг и сообщил ему, что после многочисленных бесед с Димом, что вот теперь он тоже пришел в ислам, и теперь он в вере. И вечером уже в тот же день к нему пришел гости солист группы Бураляр, и они очень долго говорили о музыке, о роке, конечно же, о башкирском роке. Свет сердца Димы сегодня продолжает жить не только в его песнях, но и в детях. Это 2 дочери и 4 сына. Айгиз, он Камчатки, подводной лодки это служит. После армии остался там. Долин теперь в Казани, тоже работает, учится. Юлдаш, БГО, самый маленький в 11 классе. 2 дочери замуж вышли, дети есть уже. Как сказал известный писатель Саймон Синек, энергия мотивирует, а харизма вдохновляет. Дим обладал этим магнетизмом. Он был неординарной личностью. Его песни любимы, их исполняют и слушают.
С 2005 года в Уфе проходит фестиваль, посвященный памяти рок-музыканта, где выступает уже молодежь, выросшая на песнях Димы. Стремление все гармонизировать, все, чтобы в жизни было честно, чисто, справедливо, чтобы все были счастливы. Вот эта вся философия Димы была в этом. Его стихи созвучны с древним поэтическим жанром башкира насихат. На земле всего сильнее свет и мана. Не ищи много путей, заблудишься. Служи Всевышнему и своему народу. Открой глаза, иди прямой дорогой. Уверенность — твой акбузат. И у этих наставлений нет времени. Mühabbet yalanında bergen Yanabız Ses geli yalan bergen Gerekmey bergende